Из глубин высокогорных озер и морских пучин, от 6 мировых рекордов по погружению, подводной археологии, боевого дайвинга к малым рекам Татарстана. Это программа «7 дней плюс». Дмитрий Августович Шиллер, председатель регионального отделения Русского географического общества Республики Татарстан, руководитель подводно-научного исследовательского отряда Русского географического общества имени Леонова. Здравствуйте. Доброго дня. Это не все ваши регалии. Ну да, это не все. Дмитрий Августович, только часть рекордов вы установили в холодных водах. В Баренцевом море, в Белом море. Также было погружение мирового уровня в Якутии, полюсе холода, причем зимние. И по продолжительности, я так понимаю, по глубине вы устанавливали мировой рекорд уже в теплых морях, в Красном море. Не совсем. Было несколько рекордов и по глубине. Это самое глубокое погружение человека под морской лед и самое глубокое погружение человека в Заполярье. То есть, это часть большого проекта «13 морей России». Есть у нас такой проект. Тут надо сказать следующим образом. Не рекорд ради рекорда. Мы к этому пришли. Вот хотела спросить, зачем? Зачем человек в минус 60 лезет в ледяную воду, под лед? То есть я представляю над собой этот панцирь, этот потолок, из которого, выбраться, наверное, в лунку-то не каждому суждено, если он без подготовки полезет. Это как раз для чего мы делали 11 часов, этот длинный рекорд. Значит, надо понимать, то есть этот рекорд, он делается не ради, вообще это погружение не ради рекорда. Идет серьезная научно-исследовательская работа, в рамках которой вдруг мы где-то заходим за рекордные истории. Мы сначала, как и многие наши коллеги, проходили мимо, но после того, как мы увидели, что все, что мы там проходим, и наши, как это сейчас называют, коллеги, западные коллеги, все это, пройдя за нами, делают как рекордные достижения, мы подумали, зачем нам отдавать эти рекорды, и начали их фиксировать. И первый рекорд получилось очень неудачно, отказались его признать как рекорд, и здесь мы как раз познакомились с членами команды Кусто, которые заявили, что если россияне этого добились, то мы должны это признать, иначе это некрасиво. Они нас поддержали, и, в общем-то, в итоге было зафиксировано первое погружение человека на полюсе холода как рекордное погружение. Самое глубокое погружение человека на полюсе холода. И остальных. Мы уже начали приглашать в наши экспедиции представителей команды Кусто, которые, в общем-то, фиксировали для всего международного сообщества наши достижения во время нашей научной деятельности, если это происходило. И, в общем-то, здесь все споры уже отпадали. Зачем? Какие научные интересы? Огромное количество. Элементарно, допустим, как аквалангист, то есть человек, который сильно замерз, как его быстро отогреть, да? Ведь что происходит? Баллон металлический, вода холодная, человек делает вдох, в холодный воздух попадает в легкие. Легкие что делают? Охлаждают кровь, то есть холодная кровь охлаждает организм. А как сделать наоборот? Как человек выныривает, как его быстро согреть? И эти аппараты гелиокислородные подогретой смеси на сегодняшний день, которые в рамках этого были изобретены Якутским институтом мирозловедения, то есть они сейчас, в общем-то, во всех скорых помощях в районах, которые, арктических районах, и, в общем-то, если человека попадают не остекленевшего только, то человека заводят. А холодно было-то? Еще раз. Холодно было? Да, конечно, это всегда холодно, это всегда на грани. Допустим, в Антарктиде мы, помимо того, что это было холодно, в связи с тем, что мы вынуждены были проходить этот пролив Дрейка на маленькой парусной яхте, на которой невозможно было что-то себе приготовить, потому что кидало, там шторма постоянная. Каждый из аквалангистов потерял в среднем по 6 килограмм. И идеально подогнанные костюмы, они, в общем-то, болтались. Не то чтобы болтались, это бог бы с ним, они протекали. А температура воды -3. То есть, если кто-то погружался в голубом, это 4-6, это -3, потому что она морская, не замерзает. По крайней мере, наши приборы зафиксировали такую температуру. Работать приходило по 70. То есть, выходили аквалангисты и теряли сознание. То есть, выходили только на силе духа и теряли сознание. То есть, их тут же приходилось растирать, приводить в себя. Сколько человек может по времени протянуть при такой температуре? Слушайте, мы и тут нарушили все, что нам говорили, все, к чему нам готовили. Нам сказали, что, условно говоря,
-1, там, минута у тебя, -2, там, 2 минуты, ну, и не наоборот, то есть, и, то есть, нам вообще шансов не давали никаких в этом вопросе, то есть, даже, в общем-то, нам жестко сказали, если вы не готовы к тому, что вот упал человек, и мы его не поднимаем, то есть, потому что это... Мы его не восстановим, по сути дела, а вытащить уже из Антарктиды возможности не будет. Мы вам не дадим эту экспедицию. Мы согласились. То есть, а тут вот 76 минут выходили из-под воды, то есть, ну, чтобы выдержать все декомпрессионные остановки, остановки безопасности. Вот, и только это были адские боли, то есть, кто знает, что такое холодно, и кто знает, то есть, меня поймут, это, в общем-то, я говорю, те люди теряли сознание на выходе. А глубина погружения какая была? Значит, мы планировали 100 метров. В итоге, так как, одним словом, мы дошли до 96, и это было самое глубокое погружение человека в Антарктиде. До 20, раньше за 20 никто не заходил там метров. Вот 96, и это тоже получился рекорд. Что там хотите увидеть? Не совсем так, что мы хотим увидеть. Ведь подводно-исследовательский отряд имени Леонова – это такие щупальцы научного сообщества. Мы собираем необходимый для научного сообщества материал. То есть это очень тренированные люди. Это люди, вот буквально каждый из них это такой изумруд в области дайвинга. Вот, которые шлифуются постоянными тренировками, психологическими, то есть, упражнениями, вот, сейчас задача этого человека погрузиться, собрать весь необходимый материал для научного сообщества, подняться и передать. Я немножечко к мистике хотела бы перейти, потому что, ну, вода — стихия Посейдона, и всегда вода, она, в общем-то, имела такое мистическое значение в любые времена. Вот в Якутии, в водах Лабынкыра, вы в том числе пытались найти легендарное чудовище, которое якобы прячется в расщелине на дне. Увидели, не увидели? Есть оно там? Вы знаете, вот... Наш российский Лох-Несс. Мы можем с вами немножко иронизировать, но я хочу к изначальным документам. Ведь когда профессор Твердохлебов описывал это, я хочу напомнить, это был 1954 год. Это когда каждый человек отвечал за каждое произнесенное слово. То есть, и это был не кто-то там, прошу прощения, там человек Глюк какой-то был, профессор Советской академии наук. И он описывает то, что он увидел следующим образом. Значит, буквально дословно. Когда мы вышли с проводником к озеру, я увидел нечто. Между глаз этого помещался бы плод из 7 бревен. Тоже. Между глаз этого помещался бы плод из 7 бревен. То есть это примерно шириной с нашу студию? Где-то чуть поменьше, вот поуже, вот так вот. Вот. И это, еще раз говорю, описывает профессор. То есть и мы, в общем-то, уже читаем его дневники, понимаем, что дневники это, в общем-то, это документ. Это документ, да. То есть, и еще раз говорю, это не какой-то малограмотный крестьянин, это человек, в общем-то, с большим научным именем. Ну, нашли чудовище? Следы хотя бы? Ни следы, ни чудовища мы, к сожалению, не нашли. Но мы были в данном регионе, провели 2 экспедиции. Мы предполагаем, что, возможно, какое-то животное проникает из Ледовитого океана по внутренним тоннелям. Ведь и ННРБ же говорил об этих тоннелях, что с Ледовитого океана можно проходить подводным лодкам практически в середину России. Вот, что это можно, и, значит, и если взять вот этот вот каскад озер, они все будут на одном уровне. То есть это надо изучать, но мы вот пока вот остановили данные экспедиции. Хорошо. Русалок видели в теплых или холодных морях? Я понимаю, откуда этот вопрос. Это была такая история. Нас как раз члены научного сообщества попросили на определенной глубине взять пробу именно из определенного слоя воды. И так как не хватало материала, была подана бутылка из-под шампанского. И так как было большое давление, я руками уже не мог, время было ограничено, я руками не мог выхватить пробку. Я просто вытащил регулятор изо рта, выдернул эту пробку, не успел
оторвать лицо, и мне засосало губу вот в бутылку, да, разницы давления. И я еще смеялся, думаю, ну сейчас погибну здесь вот с бутылкой. И когда я ее оторвал и вылез наверх, то есть, естественно, все это опухло, и ребята долго смеялись о поцелуе русалки. Но русалок не видели. Ну да, русалок не видели. Вот дайвинг сейчас считается уже чем-то таким обычным, ну, обыденным делом, да, тем более на курортах. А какое-то время назад аквалангисты, водолазы, они ассоциировались с кладоискателями, со шпионами, с такими свободными пилигримами, учеными. Одиссея Жака Ива Кусто как-то на вас повлияла, потому что, я так предполагаю, примерно эта эпопея по телевидению транслировалась, когда повлияла, вот вы впитывали все. Создала, сделал. Я как раз тот самый счастливый человек, который с 14 лет четко знал, чем он будет заниматься. Вот. И вы знаете, вот вы говорите практически, на сегодняшний день мы о космосе знаем больше, чем о мировом океане. То есть, ну, 3-6, сейчас спорная такая история, процентов того, что нами изучено о мировом океане. То есть, поэтому я искренне считаю, что люди, которые, молодые ученые, студенты, которые повернут голову в этом направлении, именно так их будущие кандидатские, там их будущие докторские. То есть это... Есть сейчас какой-то дефицит кадров? Как и везде. Как и везде. С одной стороны, очень много людей с горящими глазами, но и желанием что-то сделать, но очень мало профессионалов. Ну, это еще определенный дух, наверное, который должен захватывать людей, которые идут в Арктику изучать птичьи базары и делают это годами, да, или спускаются в подводных аппаратах, изучая подводные вулканы. И на это не каждый способен, и, может быть, не каждый может себе такое будущее нафантазировать условно. Вы знаете, вот меня очень радует тенденция последних лет, когда критерий количества заработанных денег перестает быть критерием успешности человека. И вот как раз именно это, на мой взгляд, позволяет сегодня вот создаваться вот таким замечательным лагерям, вот как наш Бати, где научные темы становятся темами смен, да, или там вот Заполярье, вот сейчас коллеги тоже открыли целый детский лагерь, то есть куда родители, которые видят вот это вот и желание ребенка быть естественным исследователем, они отдают в эти лагеря. Но вот смотрите, даже Татарстан недавно, казалось, открыли, возобновили движение вот это вот молодой юнаты, да? Да. Ведь уже почти 3000 молодых людей в этом движении. Это как здорово на самом деле. То есть и вот эта вот смена вектора на более ценные, на более консервативные истории, оно все-таки дает молодежи, и нам с вами уверенность, что молодежь пойдет в науку. Я хотела бы вернуться немножечко по времени назад и в точку, где для вас, может быть, во многом все началось. Вот эти вот профессиональные навыки. Вы же учились в военном училище на водолаза. Сначала, если говорить обо мне, то это было немножко не так. Я как раз тот самый человек, который прошел от А до Я полную всю историю. Это было сначала Федерация подводного спорта, то есть я занимался именно плаванием в акваланге и борьбой подводной. Потом это был ДОСАВ, у нас там закончил по специализации вот, аквалангист. Потом уже военно-морской флот, где я уже закончил с отличием военно-морской школы водолазов. Служили? Да, конечно. Гриф секретный. Понятно. А что такое вообще боевой дайвинг? Что это такое? Боевой пловец. Это человек, который имеет ряд навыков, позволяющих ему выполнять нестандартную работу в агрессивной для жизнедеятельности среде. Можно ли уточнить, какую? Ну, любую, от разведывательно-диверсионной до, собственно, спасательной. А сейчас существуют такие подразделения? Конечно. И, в общем-то, такие подразделения есть, они нужны, они интересны. Ну, это так же, как есть вот подразделения, вот у нас танковое училище, там, допустим, эти подразделения обслуживают ребята из инженерной разведки, где у них есть тоже водолазы. Я считаю, что это безумно интересная работа. Ладно, ставим гриф секретный, переходим дальше. Затем вы стали
дайвинг-инструктором и работали в Египте, да, как раз в начале развития вот этого туристического. Да, совершенно верно. То есть после того, как я попробовал и прошел все эти истории, связанные с как раз военным дайвингом, связанные со спортивным дайвингом, связанные с профессиональными водолазными работами. В общем-то, были как раз открыты границы, захотелось со всем этим познакомиться. И, в общем-то, более интересного способа путешествовать, чем вот способ приехать куда-то, то есть понырять, заработать на этом деньги и дальше поехать, я вот еще не встречал. Но психологию пришлось поменять? Абсолютно. Абсолютно. Я Военного никогда не забуду, да, как я готовил одну из зондеркоманд, и как я ругал одного капитана за то, что он не может продуть маску. То есть ругаю так, ну, как это могут ругать на службе. Вот. И потом я вспомнил, как я уже работая с человеком гражданским объяснял ему нежно по сути дела, что как ее правильно продуть. Какая экспедиция для вас самая значимая и самая яркая, может быть, запоминающаяся? Может быть, не по сложности даже. Вы знаете, самое сложное — это, конечно, Антарктида. Это сложнее экспедиции на сегодняшний день не было. Самые такие... Да, они каждая вот по-своему, ведь как бы ты ни готовился к экспедиции, десятки историй, которые внутри происходят, там, на полюс Холда, но это по-своему была экспедиция, ну, где мы шли буквально, то есть там голод и смерть шла за нами там, за день. Вот на сутки нам стоило задержаться, я никогда не забуду, как ребята отправили ко мне нашего товарища, замполита отряда, уже погибшего товарища нашего, Андрея Филиппова, Царство Небесное, и чтобы он со мной поговорил, он говорит: Дима, мы сделаем все, но мы больше не можем. Я говорю: я тебе скажу, но ты им не передашь это никогда. Если вы это сейчас не можете, мы через 14 часов сдохнем. Поэтому идите и делайте. Сделаете — придете. То есть иногда приходится быть жестким, и, в общем-то, мы сделали, мы пришли, мы вернулись. С детьми как работаете? Работаем. Считаю, что это очень важная история. И есть у нас направление, которое ведет Салеев Сергей. Это как раз молодежный отряд. Они, кстати, это направление у нас ребята взяли самую большую премию Русского географического общества, которую вручал Сергей Кожегетович и Владимир Владимирович Путин. Вот это как раз проект «Святыни Татарстана». Это у нас детишки всю зиму изучали, где находятся в затонувших районах церкви и мечети, а летом погружались туда и поднимали закладной камень церкви либо мечети и передавали его ближайшей церкви или мечети. Это с какого возраста дети у вас? С 10 лет. 10 лет. Ну, чтобы было понятно сразу, чтобы было понятно, это мы их не одних бросали, конечно, естественно, с каждым человеком шел. Конечно. Вот вы говорите, тут, наверное, все-таки затонувшие церкви и мечети, тут, наверное, какая-то тоже сакральная история, какие-то возвращения Я искренне считаю, что все, что касается воды, для человека это история сакральная. Вот это вот мое безумная такое вот вера в это, через что я вышел. Вы знаете, огромное количество историй вот лично было у меня, когда там теряешь товарищей, когда происходят какие-то... И ты думаешь: океан, ты как, ты злой или ты кто вообще? И проходит время, ты понимаешь, он не злой, не хороший, не добрый. Он такой, какой ты есть. Это ты к нему идешь туда, вот, и ты в эту среду идешь, и будь готов с этой средой общаться. И у меня тогда родилось вот мой личный девиз, который сейчас стал девизом отряда: уважай, познавай, оберегай. То есть уважай туда, куда ты идешь, познавай все, что ты идешь, и оберегай все, что тебе вот дано вот в этом истории. И вот это то, что родилось у меня в общении с водой. Это правда, что перед погружением в новом месте дайверы говорят: я пришел сюда, пусти меня к себе? У каждого своя есть история, у каждого есть свои сакральные вещи. Я хочу сказать,
что, конечно же, есть истории, которые связаны как раз с туристическим отдыхом, которые позволяют там до глубины 20 метров чувствовать себя в определенной безопасности. Вот. А есть вещи, которые делаются всегда на грани, и они в таких моментах неверующих людей, людей, которые с сарказмом к чему-то относятся, их рядом не бывает. Я хотела бы сейчас вернуться к популяризации географии. Да? Мы раньше смотрели много программ, ну, очень много было имен исследователей. Сейчас результаты ЕГЭ по географии с каждым годом падают все ниже и ниже. Вот мы не можем не то, что там столицы стран найти, там, сориентироваться по карте. Мало кто знает на самом деле, что в России 13 морей. Эта цифра многих шокирует. С чем связано? Зачем надо изучать географию? Что можно предпринять в этом плане? Ну, наверное, здесь я начал бы с вопроса, а что такое современная география? Ведь современный географ – это не только человек, который разбирается в картах и может прийти из точки А в точку Б, описывая свою дорогу. 112 специальностей, так или иначе, на сегодняшний день рядом с географией. Слушайте, но современная география изучает взаимодействие. То есть это и экология, это и биология, это и этнография. То есть это огромное количество. То есть сейчас я бы сказал, что все, что связано с географией, это всегда на границе с какими-то науками, как и с той стороны тоже. И современная география, мне кажется, только недопонимание роли вот этого, что такое современная география, приводит к снижению к нее интереса. Ну, вот как пример, я думаю, это яркий пример. Ну, слушайте, две самые сильные фигуры России, один возглавляет, это министр обороны Сергей Кожегетович Шойгу, Русское географическое общество, и президент Российской Федерации Владимир Владимирович является председателем попечительского совета. То есть эти люди понимают, что такое современная география. Это же и управление тоже с такой страной, с огромным не просто потенциалом людским, а с людьми, в принципе, по-разному думающими, людьми с разными религиями, которые религии за час отвергают друг друга. И вот это все надо уметь держать вместе, это, чтобы люди принимали друг друга. Это тоже этим занимается география современная, то есть часть этой науки. Ну и кроме того, география всегда во все времена, она еще была, вернее, исследования и путешествия и экспедиции основанием для каких-либо притязаний. Мы знаем, слышим, да, что сейчас притязания на арктический шельф очень в мировой политике обсуждаемы. Слушайте, ну тогда то, что сделал Артур Николаевич, поставив, помните вот этот флаг, да, флаг на шельф? В точке, на дне Ледовитого океана, в точке Северного полюса. Если сейчас отвергнуть это, ведь вы помните, как страны открывались? Приезжала каравелла, втыкала флаг и кричала: да, это земля Испании. То есть другая страна приезжала и втыкала флаг: это земля Англии. Слушайте, мы воткнули флаг. Это земля России. Если вы хотите с этим спорить, давайте посмотрим, где вы сейчас находитесь. Но, кроме того, там было огромное количество научных исследований, которые доказали, что шельф российский тянется именно до этой точки. Конечно. У нас 3 минуты буквально до окончания эфира, очень много вопросов, но хотелось бы сейчас вернуться в Татарстан к малым рекам. Что это за проект, почему он важен? Слушайте, проект «Малые реки», это, я считаю, что на сегодняшний день это один из самых важных проектов Татарстана. Ведь когда мы говорим о проблеме какой-либо реки, в данном случае Волги, да, нельзя рассматривать Волгу как вот единый некий канал. Да. Волгу питает огромное количество рек, малых рек, которые питают ручьи. Да, вот эти. То есть мы должны рассматривать эту проблематику очень широко, как проблему бассейна реки Волги. И, безусловно, это составляющая. Конечно, здесь надо огромное количество... Вы страшное число потерянных рек называли. Да, более 3000 рек.
Более 3000 лет с 50-х годов мы в Татарстане потеряли. То есть это как раз говорит о том, что если мы где-то вмешались, необходимо вмешались, нужно вмешались, да, страна перестала голодать. Понятно, что необходимо, но тогда мы должны продолжать, тогда мы должны до конца исследовать это, изучать это и помогать рекам самоочищаться. Кроме исследования, какие работы проводятся? Кого привлекаете? Как в этом году будет план, график? Мы в этом году, значит, опять зима, видите, какая. Значит, мы понимаем, что вот те сучья, та грязь, которая есть сейчас на поверхности, она вся упадет в малые реки. Поэтому надо будет чистить. Сейчас будем привлекать огромное количество волонтеров, просить людей выходить командами, коллективами. Даже если какая-то семья просто возьмет на себя ответственность за какой-то ручей, это уже будет здорово. То есть, и, конечно, я всех казанцев призываю в этом году присоединяться к нам по очистке реки Казанки. Я думаю, что нас ждет очень сложный год в этом году в плане вот очистки этой реки. У кого будет время, возможности, будем рады видеть. Ну что ж, я надеюсь, что ваш призыв услышат жители нашей республики и города Казани. С нами был Дмитрий Августович Шиллер, путешественник, исследователь подводного мира и мечтатель. Ну, наверное, так. Спасибо вам большое.